Меня зовут Иван Кинзо, мне 26 лет, я из города Санкт-Петербурга. Родился на Урале, городе Перми. Спарту проходил порядка полугода назад. Я был успешный, волевой парень с твердым характером, с силой духа. То есть у меня не было каких-то там проблем внутри. Я не шел на Спарту решать какие-то свои внутренние проблемы, вопросы, там, разбираться в себе, копаться и доставать что-то. Что-то новое. Я не ожидал от Спарты. Вообще шел туда просто без ожидания. Я туда шел просто потому, что я увидел интересный тренинг. Я увидел Антона Бритву, я увидел пару видео буквально. И думаю, да, это может быть интересно. Возможно, это будет круто. Я не стал вникаться, углубляться, изучать, читать отзывы, форумы, советовать с кем-то. У меня никто из моих друзей не проходил Спарту. Я просто увидел в интернете. И когда я туда пришел, я понял, что да, я там, где нужно. Это сильно, это полезно и это незабываемо. Мои плечи стали еще шире, они расправились. Реально после Спарты выходишь, и ты чувствуешь себя не то что уверенным, но ты просто им являешься. То есть одно дело чувствовать, а другое дело просто просто им находиться. То есть ты ощущаешь себя тем, кто ты есть на самом деле, ты ощущаешь себя мужчиной, ты есть мужчина. И это самое главное. Спарта дает тебе потенциал, дает тебе возможность раскрыться как мужчине. Это очень важно. То есть они дают тебе такие правильные пацанские качества. Я стал отвечать за свои слова еще более серьезно. То, что ты говоришь, ты обязан это выполнить. Но у меня цели связаны с бизнесом и связаны с своим каким-то жизненным успехом. Я хочу влюбиться на самом деле. У меня одна мечта, я хочу найти свою музу, которая будет со мной рядом. Это на самом деле не так просто. Действительно, очень сложно найти человека, который будет рядом с тобой. Да потому что эти 3 дня не забудутся никогда. Это 3 дня такого просто феерического момента, который ты будешь вспоминать еще и раз, и прокручивать в голове, и будешь перед сном думать, и анализировать, и как ты поступил бы в этой ситуации, как бы ты поступил в той ситуации. Ты вспоминаешь, как ты стоял на кулаках, так ты помогал парням, чтобы всей командой занять там 1-е место, чтобы никто не упал. Как мы собирали мелочь возле Горьковской для того, чтобы помочь детям из детского дома. Это очень насыщенные 3 дня, и они должны быть в жизни каждого человека.